Как плохой интернет в Таджикистане влияет на образование и обучение людей. Эксперты заявляют, что госструктуры Таджикистана всевозможными ограничениями наносят непоправимый урон конкурентоспособности отечественного рынка. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Таджикистан занял последнее место в мире по скорости интернета в обновленном рейтинге Speedtest Global Index. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Плохой интернет тормозит развитие многих отраслей в стране, в том числе и образование. В семье жителя Турсунзаде Санджара Хуррамова 4 детей. Пару лет назад его дочь поступила на заочное отделение факультета химии ТНУ. Свои тесты, контрольные работы она должна отправлять в вуз через интернет, рассказывает он. Однако из-за слабой связи дочь не может готовиться дома, и вынуждена регулярно ездить в Душанбе, в библиотеку. С трудом набрав там необходимую литературу, она возвращается домой, а затем, подготовив задания, сохраняет их на флешку, и снова едет в столицу, чтобы сдать работы преподавателю. Кажется, у меня проблемы. Дочь работает в местной больнице, и в выходные не отдыхает, устает от частых поездок, да и почти вся зарплата уходит на проезд. По словам Хуррамова, слабый интернет в районе тормозит не только обучение студентов. В школах дети почти не умеют работать с компьютером, интернетом. Сейчас не только школьники, студенты, но даже фермеры нуждаются в скоростном интернете. Им тоже нужно учиться, узнавать новое в своем деле. Вот это поворот! Каждый месяц появляются новые виды семян, удобрений, есть необходимость изучения рынка как у нас в республике, так и за рубежом. Но с такой скоростью интернета, как у нас, фермеры могут потратить на все это уйму времени, сетует он. В Таджикистане на сегодня более 6,2 миллиона абонентов мобильной связи, более 4,1 миллиона из которых являются активными. Более 3,5 миллиона. Абоненты местной связи, из которых 1,3 миллиона являются активными. Количество пользователей интернет, включая мобильный интернет, составляет 2,5 миллиона человек. Данные службы связи РТ. После Афганистана. Таджикистан вошел в число худших стран по скорости интернета в обновленном рейтинге Speedtest Global Index, данные за октябрь 2018 года. По скорости мобильного интернета, авторы рейтинга разместили нас на 124 месте, после Афганистана, занимающего 123 позицию. Я вышел в интернет с таким вопросом. Из стран СНГ по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 74 места, Россия 80-е, Кыргызстан 94 места, и Узбекистан 110. Согласно анализу компании Terabit Consulting, Таджикистан с общей пропускной способностью международного канала связи в 5 Gbps уступает в разы даже Кыргызстану и Афганистану, имеющим общий объем международных каналов по 15 Gbps. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. При этом абсолютным лидером региона является Казахстан, объем международных каналов связи которого составляет 500 Gbps. У меня есть запасной вариант, и я им воспользуюсь. По данным интернет-Левиестатс, сайт, предоставляющий статистику в реальном времени по всему миру, количество пользователей интернета по итогам 2016 года в Кыргызстане составляло 34% от общего количества населения, в Узбекистане – 51% и в Казахстане – 55%. Таджикистану – 17%, уступают лишь Туркменистан и Афганистан 14,5% и 6,8% соответственно. Современное образование и интернет.
Интернет сопровождает современного человека повсюду, на работе, в общении, на отдыхе, в учебе. Доступ в сеть дает возможность виртуального контакта с миром из любой точки земного шара. Интернет не мог не проникнуть и в образование, напоминает проректор по науке, инновации и международным связям Горно-металлургического института Таджикистана Заманиддин Зайниддин. Информационные технологии привнесли в образовательное пространство новые средства и способы обучения. Прежде всего, это касается дистанционного образования, которое, имея ряд преимуществ по сравнению с другими формами, приобретает сегодня все большую популярность. Сейчас, благодаря интернету, любой человек может поступить и учиться в зарубежном вузе, находясь у себя на родине. На данный момент в мире насчитывается около 600 миллионов студентов, из которых 30 миллионов обучаются по системе дистанционного образования. В странах Запада дистанционное обучение очень распространено. Причем, такой диплом там ничем не отличается от обычного. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. По словам эксперта, в последние годы и в Таджикистане растет количество студентов, проходящих дистанционное обучение. Кроме этого, интернет дает доступ к информационным ресурсам и знаниям, о которых раньше можно было только мечтать. Школьники и студенты могут общаться со своими сверстниками из других стран, что позволяет выходить на новый уровень образования, культурного развития. Благодаря современным технологиям, и в частности всемирной сети, взрослые люди могут проходить переподготовку и профессионально развиваться. Появились новые возможности для образования инвалидов, которым теперь доступно обучение в том же объеме и качестве, что и их здоровым сверстникам, посещающим обычные. Все это как бы есть, но слабая скорость передачи данных и ограничение доступа к целым ресурсам, YouTube, Facebook и так далее, сводит на нет все эти преимущества. В чем причина кризиса сферы? Причин несколько. Об одной из них рассказывает председатель Ассоциации операторов мобильной связи Гафур Иркаев. Госструктуры Таджикистана всевозможными ограничениями современных технологий наносят непоправимый урон в конкурентоспособности отечественного рынка на региональном уровне. Между тем, национальная стратегия развития технологий Таджикистана в первую очередь нацелена на развитие телекоммуникационной отрасли, говорит он. Искусственное снижение числа пользователей бумерангом вызовет падение доходов рынка, что приведет к негативным последствиям, а рынки других стран, пользуясь случаем, расширят охват за счет других государств, предоставляя более доступные товары и услуги. По словам специалиста, примером может послужить часть Согда, где операторы из Кыргызстана имеют возможность предоставлять абонентам из Таджикистана услуги мобильной связи и интернет по низким тарифам. Где выход? Эксперты предлагают еще один путь, который, по их мнению, поможет решить проблему плохого интернета и принесет стране хорошие доходы. Дело по большому счету не в ЕКЦ, Единый коммуникационный центр, который является основным поставщиком интернета для всех операторов, РЕД, так как ситуация до его появления тоже не была сильно лучшей, говорит специалист в области интернет-технологий. Наши чиновники любят оправдываться, что, мол, мы находимся вдали от основных узлов раздачи интернета, и они тоже отчасти правы. Но пару лет назад, в Таджикистане был презентован проект Digital Kazar, в основу которого положена идея соединить Южную и Центральную Азию единой оптиковолоконной линией. О своем желании участвовать в финансировании программы уже заявил ряд международных финансовых институтов, в число которых вошел Всемирный банк. В число потенциальных участников Digital Kazar входят Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, Узбекистан и Пакистан. Как отмечают при этом специалисты, в случае, если Таджикистан затянет с ответом на предложение об участии в проекте,
республика упустит серьезные преимущества и дивиденды, в том числе и финансовые. По мнению заинтересованных в присоединении Душанбе к проекту сторон, в число которых входят и представители Всемирного банка, подключение интернета к линии широкополосного канала через Южную Азию откроет для стран Центральной Азии широкие экономические возможности. В соответствии с их оценками, этот проект будет способствовать и процессу развития цифровой экономики в регионе. В таком случае, мы не только сможем полностью обеспечить себя трафиком, но и станем транзитером интернета, уверен эксперт. Но почему-то данный проект до сих пор не поддержан нашими властями. Что им мешает? Ответа пока ни одно из соответствующих ведомств не дает. Между тем, наши соседи уже ведут переговоры с ВБ, и может так получиться, что и в этом деле мы окажемся в числе догоняющих. В последние годы в Таджикистане растет количество студентов, проходящих дистанционное обучение. Однако слабый интернет оказывает серьезные проблемы и на эту сферу образования.